Так, кто-то уже один пришел. С миллион лет уже в эфир не выходил в прямой. О, привет Минску. Он Лекарп, привет. Что-то решил выйти я в прямой эфир. Миллион лет вообще не выходил. Думал, может, кто зайдет. Тем более, что впереди у меня а, предстоит дорога там без связи. Меня не будет долгое время. Привет, Руслан. Ставрополю привет тоже. Привет огромный. Подождем, интересно, сколько народу зайдет. Ерц Голд, привет, привет. Чебоксары, Евгений Арсентьев, привет. Как у вас там дела? У нас 12 часов разница, если с Москвой, с московским временем брать. Поэтому у меня сейчас утро. Березки здесь, вон все дела. О, Years Gold смотреть неделю назад начал. Вот, ну, надеюсь, нравится. Спасибо. Спасибо. Да, в Москве сейчас, по Москве 20:54, у меня 9:54. Ну, получается 11 часов, не 12. Но все равно нормально. 11 часов разница. Выживаем, Арсентьев. Да, сейчас еще настоится, пока прямой эфир посмотрим, сколько людей зайдет. Да. Yes. И ты еще отстаешь по актуальным роликам на 2 месяца. Ну ничего, там тоже интересно, потому что сейчас у меня раз в неделю будут ролики выходить. Э, Вот, потому что не как в прошлых путешествиях я выкладывал видео по мере, как я их готовил, как они были готовы. И я их сразу выкладывал. Вот по Восточному Кочевью я вот так вот ездил. Вот, и это тупо, люди просто не успевали смотреть. Это прикольно с точки зрения того, что это прям вот вчера было, а я выложил там сегодня. Но с точки зрения как бы просмотров и вообще ведения канала на YouTube это вообще плохо, потому что, ну, раз в неделю. Но их можно посмотреть по подписке, как бы, если уж прям не терпится, они все уже есть, эти фильмы, вот до сегодняшнего дня все уже снято, смонтировано, и оно все лежит в подписках. Вот поэтому там можно посмотреть это все. That's my coffee? Oh, thank you so much. You're welcome. Just online on YouTube, my channel. Hi. Это Чариса. Я у нее в гостях тут в этом доме остался. What Вот. do you have on there? 10? Just 10 right now, 10 because... Come bike in Alaska and stay at my house. Yeah. Вот, приглашают вас тоже на Аляску приехать. It's fun. And maybe 2 years I can go to online only today.
Yeah. Wow. Yeah. Just, Well, I'm glad you're taking advantage of it. yeah, just direct talking. Wow, that's awesome. Yeah, yeah, Very cool. yeah. Thank you. Вот. У Чарисы. Сейчас я, ребят, вам на вопросы все отвечу. Не забуду. Вот в таком доме я у нее прекрасном тут остался. Fairbanks. Вот. Поэтому те, кто хочет видеть видео, там можно по подписке посмотреть все сразу. Membership там, я не знаю, как он называется. Блин, этот спонсор канала, да. Медведей и Полекс пишет. И медведей я не видел еще, нет. Может быть, вот дальше будет. Ну, как бы я их не ищу специально, но пока не видел. Я зайчиков только видел и волков видел. Тоже серия будет. Уже есть серия, можете посмотреть в закрытом доступе для спонсоров канала. Волки там приходили ко мне вечером, ночью. Вот по чебам скучаешь, спрашивают. Не, вообще не скучаю уже. Вот было такое, да. Но вот сейчас я на Аляску приехал, я вот даже по России уже не скучаю, потому что здесь природа, ну вот как будто я в Сибири где-то на самом деле. И люди очень больше на россиян похожи по вот такому, по поведению, чем на американцев даже. Ну такие вот прям очень максимально. Вот если скучаешь по России, вот приезжай на Аляску, как бы и перестанешь скучать. Нет, я по России почему скучаю? Я по природе тупо скучаю. Ну, как бы в целом. Природа, немножко по людям, конечно. Ну, как бы я вообще по людям не скучаю. Я такой немножко, как сказать, не асоциальный, ну, можно сказать, асоциальный тип такой. Мне как бы на людей везде, ну, по барабану. Мне природа главное. Поэтому по природе вот я скучал, сейчас не скучаю, потому что Аляска меня восполняет всю природу нашу российскую. Вот. Так. Все хорошо, у меня спрашивают. Здоровье все отлично. Да, после того аэропортного приключения со здоровьем, слава богу, все нормально. То я думал, там уже в аэропорту это, что как и началось путешествие, не успев начать, точнее закончиться, не успев начавшись. О, ты отправляешься, Ерт Гол пишет, из Ставрополя во Вьетнам, 10 тысяч километров. О, давай, веди, блин, классно. Веди. Удачи тебе там. Ну, все будет хорошо в любом случае, главное. С холодной головой, как говорится, с огнем в сердце. Все будет классно. Детей я оставил, да, они с мамой, все хорошо там, с Настей. С детьми все хорошо, можно за них не переживать. Вот, привет из России. Как долго будешь путешествовать? Ну, как насколько это возможно будет. Вот, пока как бы, у меня еще впереди длинная дорога по Аляске. Впереди длинный перегон. Вот с Фэрбэнкса до Протхо-Бэй. Это самый север, получается, самый северный населенный пункт, куда можно по дороге доехать на Аляске вообще. И получается вообще в Северной Америке. Вот. Там будет перегон 500 миль, ну, примерно я езжу 50 миль в день, и, соответственно, это минимум 10 дней, и там эти 500 миль не будет ни магазинов, ни сотовой связи, то есть я выпаду из сети вообще, ну, это хорошо, в принципе, как бы я за этим и ехал, вот. И потом еще надо будет назад вернуться. То есть дорога жесткая будет. Я, честно говоря,
Честно говоря, я нигде такого не видел, чтобы, ну, 500 миль это сколько там? Грубо говоря, 800 километров вообще ничего не было. Ну, дорога есть, а инфраструктуры в плане магазинов, сотовой сети, как бы такого не было. Ну, то есть суровенько будет, интересненько. Даже я с таким опытом велопутешествия ни разу. Ну, я не забурялся, ты не забуривался в такие прям задницы. Даже по Сибири, когда едешь, Транссиб, там все равно, ну, что-то раз в 100 километров в какой-то населенный пунктик, там магазинчик будет, что-то да будет. А сейчас будет интересно очень. Для меня самого, как велопутешественника, то есть мне казалось, что как бы я видел все, ну, типа вот путешествовал на велике, горы разные видел, что только не было. Но вот такого, чтобы было дикое, вот у меня такое сейчас будет впервые, что прям вот такой длинный перегон дикий. Интересно будет. Нет, я еще не живу на Аляске, но я очень хочу. То есть я хочу из Флориды переехать на Аляску, потому что Флорида, честно, это не мой штат. Это не моя природа, самое главное. То есть не моя природа, мне как бы не нравится там. Юга мне вообще не нравится. Мое это вот севера. Я всегда, мне север нравился, много книжек читал про севера. Вот, поэтому Аляска, да, я бы хочу сюда переехать. Надеюсь, все получится. Вот первый ролик попался тебе, да? Где я во Вьетнаме был, да, это было уже 10 лет назад, представляешь? 9 лет, ну, 10, там 9, да. Обалдеть, это было давно все, как в прошлой жизни. Башкирии тоже привет. Евгений спрашивает, есть ли желание когда-нибудь вернуться в Россию? Честно, ну, вернуться, приехать, посетить, конечно, я хочу, но я даже если хочу, я не могу. Вот, поэтому как бы тут не от меня, не от меня там многие вещи зависят, к сожалению. Да, все будет хорошо, в Вьетнам доедешь, нормально. Снимай, главное, интересно. Главное, чтобы самому нравилось. Кайфуй от процесса, не от того, что там доехать, а кайфуй от процесса каждого дня. Это же такое счастье быть свободным, ехать на велосипеде куда-то. Поэтому Earth Gold. Давай, все будет нормально. А это ты жмурика нашел в воде, в порту? Да, я увидел, когда вот с утреца проснулся, смотрю, там что-то интересное плавает. Неприятно было, честно говоря, конечно. Years Gold пишет, нужен хайп какой-то. Ты достоин как минимум десятков тысяч просмотров. А я не знаю, как это работает, честно, эти алгоритмы, не алгоритмы. Но так как Ютубу нравится, алгоритмам нравится, мне и так не нравится делать. Ну, то есть вот эти вот тупые каверы, блядь, я там чуть там не умер, там вот эта драматизация или еще что-то там делать. Ну, вот я не люблю угождать вообще кому-то там, алгоритмам, поэтому из меня ютубер, наверное, такой себе получится. Ну, посмотрим, я делаю, снимаю, главное, мне нравится снимать, как бы я выкладываю, а там посмотрим, что. Было бы хорошо, конечно, чтобы я мог бы зарабатывать на ютубе, да, чтобы какая-то копеечка нормальная падала, но пока нет, как бы, я уже сколько этот канал веду. Я, конечно, никогда не задал, не, не целился в то, чтобы там зарабатывать на ютубе. Ну, как-то, не знаю, наверное, ленивый какой-то, вот. Но в любом случае, ребят, вы можете мне помочь. Как минимум, просто лайк поставьте под видео, когда выходит видео, поставить лайк, там подписаться, вот. Тот, кто хочет, может, как бы ссылки все есть там в описаниях, кто может задонатить, имеет возможность и желание, можете задонатить. Мне это тоже очень сильно поможет. Вот. Поэтому так и живем. Спрашивают, сейчас вообще легко попасть в USA? Расскажи, может, есть современный опыт у знакомых людей? Честно, сейчас вообще последние года вообще тишина. Вот в 22-м, когда там все началось,
что там движуха была, да, там через границу проходили, там очень много было тех, кто там убежище на границе просил. Да, сейчас вот последние года 3 даже, ну вот после той волны тишина вообще. Особо сюда никто не едет, мне кажется. Вот все, наверное, едут в Южную Америку, куда-нибудь туда, ну, в другие страны. Ну, тем более сейчас с Трампом тут вообще тяжко. Не только тем, кто будет приезжать, а тем, кто уже давно приехал, тут тяжко. Но больше паники нагоняют на самом деле. Паника в русскоязычной миграции, там паника до того, что люди сами уезжают, ничего не ждут, просто типа нам тут насмотрятся новостей своих и давай паниковать, короче, это прям чувствуется. Ну так, нормально все, как жили, так живем. Передаю привет Антону Чугуру. Привет, Антон Чугур. Так, Ерсгол пишет, у меня очень тяжелый стальной китаец за 17 тысяч рублей на 26 колесах под мои 170 сантиметров роста. А, ну да, конечно, ну китаец, ну, блин, знаешь, едь на чем угодно, вообще неважно. Я вот всегда придерживаюсь того, главное, если есть желание, там, отправляйся на то, что, на том, что есть. Вот. Не надо там думать, о, это вот легкое, там гоняться за хайпом, за вот крутой велосипед, не крутой, там легкий. Конечно, чем ну, легкий, хороший велосипед, тоже нормально. Ну, едь на чем, что есть. Потом его будешь апгрейдить в дороге, там одно, другое прикрутишь, то все. У меня тоже вот, ой, велик, который мой, он потихонечку апгрейдился, хотя я его изначально под велопутешествие, можно сказать, покупал. До этого у меня был трек 820 велосипед, он тоже стальной. Я бы, наверное, на нем до сих пор бы ездил, честно говоря. У него просто рама была маленькая. Мне его купили, когда мне было 15 лет, он мне уже тогда был маленький, мне его подарили, там, новым подарили из коробки, но там была рама маленькая. Я бы, наверное, до сих пор на нем бы ездил, он классный велик был. Вот. И поэтому едь на чем, что есть. Вот. А там все будет. Главное начать просто. Вот, Максим, здорово, братишка, салам. Что с лицом твоим? Ничего, я проснулся просто недавно, у меня же утро. Припух, наверное, немножко. Вот, есть такое. Вот. Поэтому все нормально. Как у тебя, как ты сам, Макс? Братишка. Так, пишут тут, так ты же ютубер, ты и делаешь интересно, не хватает только наплыва аудитории, может найти человека, которому... Ну, я не знаю, найти человека-то уж нет, просто делать как бы немножко, как бы там оформлять, вот это все нормально. Снимаю это интересный контент, просто вот... Да фиг знает, как эти алгоритмы работают ютуба, честно говоря, вот хоть делай по лекалам, хоть делай как учат там, все равно алгоритм тебя может не заметить и все, и фиг знает. Может, вообще проще новый канал, типа, начать. Многие говорят. Поэтому, как бы, фиг его знает. Заметят, заметят. Не заметят, ладно, тоже. Кто нашел, видишь, ты нашел, вот, уже это хорошо. Вот. И слава богу. Нормально все будет, я думаю. Просто постепенно, постепенно. Главное, жить интересно, выкладывать все это. Пишут, тебе нужно найти медведя, а лучше двух, и сделать спарринг, и сразу просмотры пойдут. Да, и я между ними, да, еще? Нет, спасибо, я от медведей купил этот спрей, он, блин, $50 стоит, капзец. Ну, надеюсь, не пригодится. Ну, ладно. А мне вообще как-то я диких животных особо никогда не встречал, прям вот, чтобы диких там и по Сибири ехал, я вообще никого. Я всю дикую живность видел у себя вот в Чебоксарах, в Финской долине, там, где я живу, там роща, там в леса Гузовского лес, вот там я стаю кабанов видел, там много чего видел. А вот в путешествии, честно, я не встречаю, слава богу, животных. Ну, они меня чувствуют, видимо, и как-то вот всегда не попадаемся. Вот. Ну, а что нам видеть друг друга? Поэтому
Так, пишет Радик, почему нельзя границу США пересекать? В смысле нельзя? Какую границу? Нелегально? Нелегально, конечно, никакую границу как бы нельзя. Вот. Ну, а так пересекать-то можно, наверное, границу в положенном месте. Там с наличием там документов всех необходимых. Так, пишет, может попробовать новый канал? Я вот тоже хочу вести YouTube. А там чувак говорил, что старым аккаунтом режут просмотры, а вот новые аккаунты попадают автоматически под алгоритмы, может попробуешь. Блин, я тоже про это думал, ну блин, старый аккаунт, понимаешь, что целое столько видео, столько лет, как бы, и мне что-то неохота новый канал начинать, чисто вот из практического соображения. Я тоже про это слышал, тоже про это думал, как бы. Ну, я не думаю на самом деле, что алгоритмы, понимаешь, они меняются постоянно. Сегодня какие-то новые правила, завтра другие. Сейчас AI, там уже искусственный интеллект уже рулит, я думаю, по большей части. Он же предлагает, вот я сейчас видео выкладываю с Аляски, там много новых подписчиков пришло. То есть он предлагает, то есть я не в бане ни в каком. Новые подписчики идут просто как бы не так, как хотелось бы. Но вот сейчас третье видео уже вышло, я раз в неделю буду выкладывать. Вот, и будет уже лучше. Вот, поэтому все будет хорошо. Вот. Вот. Пишут, главное, чтобы не как в том фильме «В диких условиях», где чувак на Аляске умер от ягод ядовитых. Видел, ты говоришь, видел, наверное. Конечно, видел. Этот фильм меня вообще вдохновил на путешествие. Я вот про это видео выложу. Я проезжал те места недалеко. Буквально 30 миль я оттуда был. Там городок Хилли. После гор Деннелли я спускался. И вот этот автобус стоял, это в 30 милях оттуда. Для меня это культовое кино. Вот я про него там рассказывал. И я посмотрел его в свои 17 лет, мне это был 2009 год. И вот, и я очень сильно вдохновился тогда. Я как раз был потерянным тогда. Я закончил школу, потом в универ поступил, в универ бросил сразу буквально. И вот, и наткнулся на этот фильм. И меня этот фильм, по сути, спас, он направил меня. Я потом сразу к автостопу начал готовиться, своему первому думал, хочу автостопом попробовать. И в Киев, в Украину тогда я автостопом в 2010 году, мне было 18 лет исполнилось, я поехал. Буквально через полгода после просмотра этого фильма. Поэтому этот фильм, конечно, это фильм легенда для меня, как бы она, как шикарный фильм на самом деле, даже не брать историю. Фильм снят офигенно, операторская работа, сценарная работа, музыка. Ну, то есть культовое кино, что сказать. Классный фильм. И это вот проезжал я буквально недалеко от этого. Вот. Вот пишут, наткнулся впервые в ленте на твой видос, залетел сразу же на стрим. Луга Бумдобнойс пишет. Вот, привет тебе большой. Хорошо, значит, новые люди к нам, новая кровь приходит, не только старая с прошлых путешествий. I'm gonna say bye in case you leave before we get back. We'll be back gone a couple hours, so you might still be here. I maybe still here, yeah, Okay. because I don't, But just in case. I don't know Okay. how long I'm talking, maybe 2 hours, Oh, okay. because people's coming on 33. Oh, that's so fun. Yeah. Okay, we'll probably see you when we get back then. Yeah, I will Okay. be later. Вот, Чарисия поедет на велосипеде кататься, вот. Так что она говорит, через 2 часа приедет. А я, наверное, с вами еще буду через 2 часа, думаю, сейчас народ только приходит, вон 31 человек уже. Вот, так что я всегда рад новым людям. И хорошо, YouTube мне сейчас новых подписчиков подкидывает. Но будет интересно, серии будут интересны, я сам кайфанул, сейчас монтировал вчера. Вот, но они будут выходить только через месяц. Вот то, что я вчера монтировал, оно все выйдет только через месяц, наверное. Потому что я говорю, как бы для Ютуба, не как раньше в Восточном Кочевье я выкладывал каждый день видео. Это люди просто не успевали смотреть, соответственно, и просмотров мало было. Но тогда я и оформлением не занимался видео особо. Клепал там, не монтировал, а просто склеивал все. Такое было у меня. Как бы, ну, по-быстрому все сделать, как в реальном времени все. Такой эффект был. То есть вчера снял, сегодня выложил. Вот. А сейчас я буду как бы более так вдумчиво и побыстрее все делать.
То есть и монтажом я там побольше занимаюсь в плане обрезания там ненужных кусков. То есть я сам как бы еще такой, как сказать, перестраиваюсь по то, как снимать. Вот. Так, привет, Alien to Shooters, привет. Так, Ерсгол пишет. Вот я как раз тебя послушал, тогда и сейчас я понимаю, что правильно делаю. Я в любом случае уже с другого аккаунта, как начну блог, упомяну тебя. Спасибо, да, хорошо. Али to Shooters пишет. Привет, у меня проблема. Что за проблема? Тюрк Номад, Рома, привет. Привет. Сергей Князев пишет. Куда делась пуля? Что за пуля? Матью Эллос пишет. Здорово, чуваш. Здорово. Макс пишет. Рад за тебя, родной, что у тебя все прекрасно. У меня все классно. В отпуске я хотел до Казани поехать, но не успеваю уже. Успею еще. Ты там надолго на Аляске? Так, ну, Казань. Да, смотрю за тобой в Инстаграме. Честно, я вообще редко захожу. Инстаграм я вообще забросил. Что-то не хочу даже ничего постить. Я даже не постил о том, что я на Аляске, хотя у меня там много подписчиков, как бы много людей. Но что-то я вообще не хочу в соцсети заходить, честно говоря. Напрягает меня эти все соцсети уже. Не хочу никого смотреть. Вот. А так тебя смотрю, только захожу иногда тебя посмотреть, как ты там рильсики пилишь, поэтому ты вообще молодец. На Аляске, ну, не знаю, еще ближайшие 2 месяца, наверное, точно. Месяц точно. Вот, у меня как бы обратный билет вообще я взял на самом деле 13 июля. Но не знаю, успею ли. Я бы хотел бы здесь вообще остаться, как-нибудь закрепиться, посмотрим, что будем делать. Вот, поэтому еще пока здесь ближайший месяц точно. Вот. Мать Ювелла спрашивает, в Чувашу тянет, брат, или похер уже? Ну вот я уже рассказывал, говорю, я сейчас на Аляске и восполняю все, что, почему я скучал. А скучал я по природе. Вот здесь березки, здесь все то же самое, осины, березки, понимаете? И я как бы по людям, ну что скучать, я по людям никогда не скучаю, там как, вот, Чуваша. Прикольно побывать бы, конечно, но я не имею такой возможности, как бы, что теперь скулить. А здесь березки, вот я по России скучал, вообще не скучаю здесь. Тут природа почти такая же, как вот в Сибири. Поэтому а, не скучаю вот сейчас вообще. Спрашивает Евгений. Всегда хотел задать тебе вопрос. Если бы у тебя изначально была обеспеченная жизнь, своя квартира, загородный дом, машина, мотоцикл и так далее, поехал бы ты в путешествие на велосипеде? Блин, ну я не знаю, если бы я был бы там другой, я бы уже другой был бы какой-нибудь. Там, видишь, все сложилось так, как сложилось. Как бы надо считать, ну вот, поэтому не знаю, как бы сложилось, честно, если бы у меня была бы там другая жизнь, там, как бы вообще не могу сказать. Наверное, как-то по-другому, может, сложилось. Но в любом случае, если бы я был бы такой, у меня бы тяга к путешествиям была, может вот на мотоцикле бы поехал. Ну, еще все впереди, как бы я говорил же, что я не зацикливаюсь на велосипеде. Я вот на каяке тоже путешествовал, пробовал, ну, как бы там месяц на каяке сплавлялся по Миссури. Мне интересны многие виды путешествий. И на автомобиле мне тоже интересно. Я вот с детьми путешествовал в прошлом году. А, на машине по Америке тоже прикольно вообще путешествовать. Вообще на автомобиле прикольно. Ты как бы в своем домике там спишь, можешь там во всякие интересные места заезжать. На самом деле вот велопутешествие, оно такое узко заточенное. И ты мало чего увидишь на самом деле по округе, потому что ты едешь, вот тебе хочется доехать и все. А вправо-влево, ну, уже нету силы, возможности просто вот заезжать куда-то, время тратить на велике. А на машине ты быстро с трассы съехал, куда тебе надо, там, проехался, там, условно, 50 километров, ты ездишь по классным местам, смотришь, любуешься. На машине тоже классно. Вообще путешествовать круто, неважно как. Главное, чтобы была возможность и средства на это, потому что на машине, естественно, это не дешево. Хотя, знаете, вот как считать, если в пересчете на расстояние, на километры,
что дешевле, на машине или на велике проехать. Вот условно возьмем 500 миль, да? На машине ты проедешь это расстояние за день. 500 миль. Вот. Но, ну, какие будут траты? Ты заправишься, то есть условно это $50 заправка будет. И что ты там на ланч заедешь пообедать, там еще плюс там $20-30. Давайте там, грубо говоря, возьмем там $80 будет затраты. И давайте посчитаем на велосипеде. На велосипеде 500 миль, условно, я буду ехать, ну, я по 50 миль в день езжу, там, 10 дней, грубо говоря. Ну, если очень сильно постараться, даже, ладно, неделю. И вот вопрос, сколько я на еду потрачу за эту неделю. Да, я на бенз не потрачу, но на еду-то я потрачу сколько-то. Вот, и там сумма будет как бы не меньше, поэтому если в пересчете на расстояние, велопутешествие, оно как бы не дешевле. А если в пересчете на день, то, конечно, на велике ты как бы за день меньше потратишь, а на машине ты там можешь полный бак потратить. Ну, смотря как ты ездишь тоже. Поэтому, да, тут свои нюансы. Ну, пока не выездной, просто пока по документам я не могу вообще за пределы США сейчас пока выезжать. Поэтому я путешествую по США. Так бы хотелось бы, конечно. Вот. Ставим лайки, господа, да, пишут тут, правильно, ставьте 17 лайков, уже 35 человек. Вот. Где он эти комменты читает, пишет? А вы не видите эти комменты? Просто я, блин, может, в настройках, я не знаю, как-то. Я не знаю, а что, вы не видите, кто комментирует? Там, ребята, еще в описании к стриму я добавил, вы можете задонатить, если вам не вломы, там сколько-нибудь копеечку. У меня есть Бусти, там на Бусти можно денежку отправить. Вот, если кто там с российских карт, там, я буду очень рад, благодарен вам за поддержку. Потому что сейчас я вот подготовился, очень много накупил всего. Вот перед перегоном, я уже говорил, готовлюсь к перегону до Протхо-Бэй. Это 500 миль, то есть я в одну сторону только 10 дней буду без связи ехать и без магазинов. То есть я закупился едой, потратил, наверное, долларов чуть ли не 300, наверное, сейчас на еду, там на всякие мелочи. Вот, поэтому тот, кто поддержит меня финансово, буду очень благодарен. Спасибо. Вот. Голд пишет, ну вот я один из новых подписчиков как раз, потому что сейчас это становится популярным. Юра, не страшно, пока что ты самый известный из чуваков-кочевников. Да, кстати, я Юру, вот канал «Не страшно», смотрю его тоже, да, интересный парень, путешествует сейчас там по Южной Америке, да, ну, интересный, он тоже рассказывал там, как он, канал, у него много просмотров, сколько он там зарабатывает, это, конечно, вдохновляет, он молодец. Юра, ему привет, если что, если вдруг кто его там знает. Вот. Молодец он. Чё тут, Ален, что пишешь тут? Ну помоги, пожалуйста. Что там такое случилось, я не понимаю. Что там в комментах? Помоги, помоги. Пишут, а как ты попал в этот дом? Женщина такая, ничего, помогаешь? Это дом, есть такой сервис для велопутешественников, Warm Showers. Он по всему миру, этот сервис. То есть там оставляют заявки все люди, кто хотят принимать велопутешественников или кто сам путешествует. Вот у меня тоже, я когда во Флориде жил, тоже ко мне приезжали люди. Вот, это как каучсерфинг, только для велопутешественников. Warm Showers называется. Не, я не арендую, ты чё, у меня таких тут средств нету, чтобы арендовать тут дома, я только в палатке. Поэтому это Warm Showers. Бесплатно как бы приезжаешь, живешь там, вот, ну как бы живешь там ночь, там 2 ночи, там договариваешься изначально и все. Вот. Поэтому я сейчас у нее вот уже на 2 ночи остался, и сегодня я поеду уже. Сейчас стрим проведу с вами, я уже собираюсь, в принципе все готово уже. Нет, так что не арендую. Так, пишут, получается, тебя вдохновил фильм, а ты уже сам сделал фильм из жизни и вдохновляешь людей. Вот так это и работает. Да, все мы друг друга вдохновляем. Вот, кого-то
кого-то кого вдохновляем. Сейчас ты будешь ехать тоже, будешь снимать фильмы, тоже будешь вдохновлять других людей. То есть главное, чтобы огонь в глазах был, а там найдутся люди. Огонь в сердце, точнее, и в глазах тоже. Рома спрашивает, Тюркномат, Никитосыч, расскажи, ты где ты и почему ты не в тайге? В тайге, ну как не в тайге? Я в городе Фэрбэнкс, это самое сердце, так скажем, а, Аляски, вот, и дальше у меня в тайгу я еду как раз. Этот город как раз среди тайги, по сути, вот. Видишь, у меня березки тут, вот, и я поеду, вот сегодня уже поеду, поэтому я в тайге, почему? Все в тайге. Ален пишет, я сейчас опишусь. Рома спрашивает, с российских карт, как понимаю, никак не оплатить подписку? Блин, наверное, нет. Я вот не знаю, честно. Я думал на Бусти сделать там этот доступ, типа, может, я посмотрю, может, на Бусти можно этот доступ к мембершипу сделать. Вот хера знает, блядь, вот как меня уже задолбала, на самом деле, вот эта ситуация со всеми там этими картами, блядь, войнами. Че людям, блядь, спокойно не живется нахер, а? Вот теперь страдать, вот обычные путешествия, обычные люди теперь страдают. Я вот не знаю, братан, как там это все заплатить, не заплатить. Вот попробую, может, на Бусти как-то это сделать, чтобы был ранний доступ к этим видео. Но там получится или нет, вот не знаю. Так, спрашивают. Кстати, сейчас в Threads много людей заходит. Это типа Твиттера от Фейсбука. У меня там 500 тысяч просмотров за месяц. Охваты дает интересные. А что там, монетизация идет как-то? Или это просто просмотры как бы без ничего? Просто, ну, как бы для меня это одна теперь очередная соцсеть, как бы я не знаю даже там. Я даже не регистрировался, там не заходил, вообще не знаю. Просто я, видишь, не текстовый контент я не создаю, поэтому мне как бы пофиг, наверное, на него. Если монетизация идет, то хорошо, как бы. А так не вижу смысла там что-то, наверное, стараться даже делать. Пишут, так ты сейчас велопутешествие или то старые видосы? Нет, я велопутешествие сейчас. Это новые видосы все. Я просто сейчас в гостях в Файрбэнксе. Вот. Поэтому это все новые видосы. Так, я сейчас приду, ребята. Сейчас. Пишите комментарии.
Все, я здесь. Так что вот, я ответил. А, что говорю? Что это новые видео, все актуально, но вы можете их посмотреть по подписке еще. Потому что я раз в неделю буду их только выкладывать. Макс пишет, не поверишь, но я все чаще и чаще за тобой так подсматриваю. Братское сердце, ты мое, вдохновляешь ты меня, мыслей много, ты там береги себя, как-нибудь созвонимся. Да, братан, созвонимся, конечно, обязательно. Там все, тоже давай в велопутешествие отправляйся. И Полекс пишет, вообще очень круто снимаешь, очень интересно смотреть, ощущение, как будто сам едешь. Да, спасибо. Стараюсь улучшать свои съемки, не как в Восточном Кочеве. Ну, как бы другой формат немножко. Кому-то, видишь, кому-то нравится по-разному. Вот. И всем по-разному нравится. Как бы широкому зрителю тоже надо этот. Я хочу все-таки, чтобы YouTube у меня, ну, какая-то копеечка с него шла. Поэтому я хочу развивать сейчас потихонечку. Вот. Поэтому вот видел Юру не страшно, он недавно выложил ролик о том, как снимает блог. Да, я видел этот фильм, ну, видел, как он снимает. Ну, это вдохновляет, призадуматься, пока заставляет, как вести свой блог. Он вообще хорошо все, что это рассказывает. Все норм, да, все норм, пишет. Капец, ты на якута стал похож. Ну, чё, чуваш недалеко. Вот. Есть, пишут, есть еще один Паша, он из Алматы до Бали едет на велосипеде, сейчас он во Вьетнаме, видел его? По-моему, мне ролики его попадались, но, честно, я велопутешественников вообще не смотрю никого. Ну, как бы я вообще YouTube там мало кого смотрю, но что-то я там начал один смотреть, ну, как-то велопутешественников мне особо не интересно смотреть, наверное, потому что я сам, мне самому этого хватает. Я обычно смотрю то, чего мне не хватает. То есть то, что я сам там не умею, вот про машины там блоги смотрю, то, что мне интересно. А так, как бы, что там, велопутешествие, я что там нового увижу, как бы, у кого. Поэтому не смотрю, но видел, мне попадалось. Есть еще Сигрей, он на BMX за $100 по Африке 10 тысяч километров проехал вдоль. Может быть, тоже видео это попадалось, но не смотрел. Ну, пишут, ну прикольно, сегодня в Сосновку на велике сгонял 70 километров, сейчас хочу Марпасад попробовать. Давай. Ну, как раз что там, по округе, я тоже, вон, когда начинал на велике ездить, по Чувашии вначале гонял. Вот, Чувашу все объездил, 21 район, каждый район. Вот, и начиная с малого, да, вокруг дома. Вначале я помню, когда у меня велосипед вообще появился, я вокруг района гонял. По райончику двигался. Вот, потом все дальше, потом по городу, там все дальше. А потом уже как бы потихонечку за пределы уже потом республики, потом России, потом мира. Вот и по миру сейчас и гоняю. Вот. Вы тут извиняйте, я чуть-чуть мотаюсь, просто я тут покушать себе приготовлю еще. Так. Спрашивают, Никита, привет. Мне вот очень интересно, почему почти во всех районах Чувашии не очень хорошо относятся к людям из Алатыря. Блин, я не знаю, честно, почему так плохо, не очень хорошо. Что там, какая-то разница есть, что ли? Я не знаю. Первый раз слышу, но не могу объяснить, почему, блин, если даже такое есть. Я ж не знаю, я же сколько лет не был в Чувашии уже.
7 лет. Вот в мае было 7 лет. Мы в мае 19 года, 20 мая, уехали из Чебоксары, там, по сути, из Чувашии. То есть это 7 лет назад было, офигеть. Поэтому я не знаю, какие там, как обстановка, почему там, может, по-другому уже как-то все. А у тебя чат не видно, что ли, брат? Не, я вижу. Years Gold пишет. Просто просмотры, как в ТикТоке, но зато подписчики могут прийти. Насчет монетизации не знаю, но за последний месяц много звезд и блогеров начали там вести тоже деятельность. Мне кажется, это новая ниша. Может быть, я честно не знаю. Ну, попробуй. Пишут, Никита, а как ты вообще сложилось, что ты с семьей оказались за границей на ПМЖ? Это акция безвозвратна в России? Ну как, мы же в путешествии, мы же в Восточное кочевье отправлялись вот 7 лет назад. И так получилось, что здесь застряли как бы. Вот. То есть застопорилось у нас мировое кочевье. Мы же с ребенком, с велоприцепом мы ездили, с дочкой, получается, ей было тогда меньше года, ну, год вот ей исполнился в путешествии, и мы поехали. Но мы, честно, тогда финансово тупо не потянули вот то мировое кочевье, просто денег не хватало. То есть спонсоры не нашлись, как бы просмотров там не было, не потянули, потому что все-таки троем, там, с семьей, да, там, с женой, с дочкой путешествовать, это одно, нежели один. Один ты можешь как-то перебиться, там, я не знаю, чем-нибудь там, а все-таки троем это тяжело, нагрузка финансовая большая, поэтому просто не потянули, и тут была возможность остаться, работать как бы в США. Ну, на тот момент легко было сюда как бы легализоваться, вот мы и сделали, поэтому... Но это было еще сколько? Это был 19-й год, ноябрь. Вот поэтому мы здесь остались, как бы, и все. Паша Грига, это чувак едет из Алматы на Бали, я вслед за ним поеду, но мне сначала нужно Ставрополь, Астрахань, и потом Казахстан весь проехать. И тоже в Алматы буду. Да, Алматы уже чуть-чуть остается. До Алматы это самый классный маршрут, наверное, будет. Там по степям интересно. Мопс пишет. Вау, Никита, привет. Я, кстати, якут. Привет, привет, якутам. Пишет. Недавно нашел ваш канал. Очень интересно про путешествия по Аляске. Сам недавно начал путешествовать. Купил туринг-байк. Прошел первые 1200 километров. Понял, что могу больше. Спасибо за вдохновение. Да не за что. Всегда рад. Вот. Блин, классно, что люди начинают ездить на велосипедах далеко. Это вообще здорово. Вот. Главное, чтобы все было безопасно, все было хорошо. Вот поэтому Wide World Boom. Все будет непременно хорошо. Классно. Пишут, Никиту не сожрали медведи, ура! Никита, съезди на ледники. Обязательно. Ледник Мэнхоу. Это Джона на Аляске. Я была там в прошлом году, обалдела это и хочет вернуться. Да, Фирсова Ольга, привет. Но куда там съехать, это, конечно, классно. Тут вообще мест дофига. Аляска это вообще такое классное место, сказочное, прям обалденное. Тут, да, ледников много всяких. Посмотрим, как что будет дальше. У меня пока дорога впереди, там еще длинная. Вот. Ну, спасибо за совет. Да, Аляска, тем более ты была на Аляске, знаешь, как тут классно. И она такая разнообразная, на самом деле. Тут от тундры до вот ледников, тайга, тут много таких природных зон интересных. Даже я вот с Анкориджа до Фэрбэнкса доехал, это 400 миль было, это я был под впечатлением, честно говоря. Сколько, как все меняется, там, в горы выше заезжаешь, там другая уже растительность, там,
То есть там из лета в весну снова попадаешь, потом опять в лето. Вообще класс. То есть мне очень нравится. Для тех, кто, я вот говорил в видео, кто скучает, например, то в эмиграции здесь в США и скучает по России, надо непременно на Аляску приехать. Сразу скука пройдет, потому что тут природа прям Сибирь, короче. Это классно. Пишут, а я, кстати, без тренировок поеду. Сейчас недельку катаю, и даже задница быстро привыкла. Ноги вспоминают. База есть и спортивная, и на велосипеде много раньше катался. И сейчас после перерыва сразу поеду. Да, я тоже, кстати, вот сейчас на Аляску без подготовки особой поехал, физической. То есть я не укатывался, не прикатывался. И начал сразу так ехать. И, в принципе, вот эти 400 миль я проехал там по горочкам. Вполне неплохо. Я думал, я даже ни одного дня не отдыхал. Я по 50 миль в день езжу. Вот, особо сильно не напрягаюсь. Но это 80 километров, это нормально вообще. Вот. И знаешь, я вот совет тебе дам, что мне помогло. Я изотоник пью. Изотоники. То есть у меня есть порошки, там, они в порошках или в таблетках. Просто в обычную бутылку с водой засыпаешь его, изотоник. И я тебе скажу, гораздо легче ехать. Восстанавливаешься гораздо быстрее, не так сильно устаешь. Вот я, как понимаю, он мне вот благодаря ему я вот так вот проезжаю, как бы особо не устаю. Изотоники. Раньше я как бы про это вообще там не знал, не разбирался, не интересовался. Но сейчас я... Вот он мне реально помог, поэтому я тебе советую изотоник приобрети. И он поможет, реально, реально поможет. Не поленись, купи его, деньги не пожалей. С ним будет реально гораздо легче. Вот. Я раньше вот не знал, мучился. А сейчас я прям радуюсь, что есть такая вещь. Не, ну по миру, конечно, смело. Вообще, вон первым как раз ролик по Чувашии на велике самому захотелось как раз-таки по районам поездить. Поезди, Чувашия классная на самом деле. Много интересного по ней. Пишет Силваекс. Привет, СОЖ номер 2, города Чебоксары. Помню, много лет назад фоткались в актовом зале. Привет, школе номер 2. Тоже помню, как... Ты учишься сейчас или уже закончил? Наверное, уже закончил, столько лет-то прошло. Я там с первоклассниками-то не встречался, как бы не делали там встречу. Вот, да, было классно. Помню вас всех там, фотографии. Хорошо было. Макс пишет. Ты вернешься во Флориду жить, где планируешь? Планов много у тебя, братик? Во Флориду я не хочу возвращаться, честно, потому что не моя природа, и как бы меня вообще туда не тянет. Вот Аляска классно здесь. Попробую здесь как-нибудь закрепиться. Посмотрим. Пишет, на секунду пропал, когда про Алматы говорил. Пропал. Я говорю, Алматы классный город. Казахстан вообще классный. Я скучаю по Средней Азии очень. Вот. И Алматы это классно. Там наслаждайся там степями. Так, интернет норм. Так, пишет, привет, Никита, ты сделал какие-то документы уже? Можешь на грин-карту подать? Ну, на грин-карту еще нет, там пока не могу еще пока. Вероника Сердюк пишет. Привет, Никита, смотрим тебя с самого начала твоих путешествий. Мы не виделись, но ты часть нашей жизни. Удачных путешествий. Вероника, привет. Блин, рад, что есть те, кто самых истоков каналов, даже не верится вообще. Вот, большой вам привет. Потому что за столько лет там столько людей было, столько отвалилось людей там из-за того, что я там что-то не так, кому-то не понравилось, что что-то я там не так говорю, там, по их мнению. Интересно, поэтому спасибо, большой вам привет, Вероника. Вот, очень рад, что есть такие люди с самых истоков тоже. Потому что у меня и канал забрасывался там, ну, как бы не то, что забрасывался, ничего не постил,
ничего не выкладывал. Там тоже было такое пару лет как раз, когда началась иммиграция, что-то. Хотя я снимал, у меня много видео есть в Google фото, много там про первые дни иммиграции. Ну, я по привычке я всегда снимаю, как бы. Вот. Но не выкладывал это ничего, просто не хотелось ничего. Ну, блин, жалко, конечно, надо было тоже тогда вести. Ешь гол пишет. Да, я обсуждал этот момент, регидрон купил уже. Да, правильно, правильно, это хорошая вещь, вот эти изотоники. Нормально. Вячеслав говорит привет. Yes, Gold A сказал, все медикаменты мне чат GPT подсказал, что нужно, чтобы нормально темп держать, и поэтому у меня даже страха нет никакого. Кстати, и искусственный интеллект, ну вот, блин, это классная вещь, на самом деле. Я для себя тоже его открыл. Раньше все гуглить надо было, а сейчас можно у него спросить быстро словами прям, и он тебя, как с человеком общаешься, он тебе все говорит. Поэтому время другое, конечно, интересно. Когда я начинал путешествовать, только вообще такого не было, все гугли, там ищи. А сейчас так все просто на самом деле стало уже. Все можно спросить, узнать. Силаев пишет, я уже университет закончил. Ну, наверное, конечно, сколько лет прошло. Что за универ-то? На кого? Наталья Полякова пишет, привет, Никита, привет, Наталья. Привет вам большой. Пишут, посоветуй, куда можно... Евгений пишет, да, посоветуй, куда можно скататься в Марийских лесах, каких-нибудь достопримечательностей, где сам был. Я по Мариэл, кстати, ездил, да, после Чувашии. И я видео не выкладывал. Так, оно у меня есть, надо выложить, там, смонтировать и выложить. Это было в какой год? 2018 год. Блин, там много всякого интересного, я уже не помню. Но леса прикольные, там дороги прикольные. Есть где поездить. Не так, как по Чувашии, конечно, но там леса тоже интересные. Поэтому обязательно съезди в это, по-марийски, Мариэл вообще по республике. Ирина Хэппи пишет. Никита, ты говорил, что тебе не хватает общения. Как сейчас с этим? Чувствуешь грусть, тоску по дому, по русским? Как вообще одному путешествовать? Не, вообще сейчас ничего не чувствую. Ни грусть, ни тоску, ни по русским, ни по кому вообще, ни по американским. Я люблю один путешествовать. Я просто сам по себе человек такой. Я как этот интроверт сам. И общаться-то особо я не люблю с людьми. Я люблю с интересными людьми общаться, но в жизни они как бы очень редко попадаются. Вот. И поэтому для меня одиночество, уединение, для меня это норма жизни, поэтому у меня вообще никаких проблем с этим нет. Поэтому я, наверное, как бы для меня легко путешествовать. Я люблю уединение. Даже я вот сейчас приехал вот в гости, тут общаюсь, как бы я, блин, уже устал, как бы общаться, вот хочется уже поехать дальше. Так, сейчас я себе тут наложу. Так, сейчас извиняюсь, быстренько это сделаю. Сейчас наложу и прочитаю ваши комменты. Сейчас. Так. Пишет Мопс. Никита, ты был в Северной Каролине? У меня там друг живет, перебрался как раз из Флориды. Все 4 сезона есть парки и природа и все дела. Да, был в Северной Каролине. Прикольный штат, там Апалачи. Да, классно, красиво. Но мне что-то, честно, восток США не очень прям нравится. Не знаю почему. Как-то вот так сложилось.
И что-то прям как-то не идет у меня в восток. Меня больше на запад тянет. Вот. Поэтому, а так, да, там природа классная. Ну, все 4 сезона, там 4 сезона, если ты в горы едешь, наверное, да. А так-то там на равнине тоже не особо снег, там зима. Не, штат классный тоже. Вот, Наталья Полякова пишет. Я тоже как сестра смотрю все твои выпуски. Привет. Ну, ты же и сестра. Вот, поэтому ты смотришь. Привет, Чебоксар. Всем привет нам, родне, кстати, тоже. Вот. Периодически в ВК захожу, там поглядываю, что как у кого. Вот. Всем огромный привет. Ерд Голд пишет. Ты все правильно всегда говоришь и делаешь. Ты в целом хороший человек. У нас вся твоя жизнь перед глазами буквально. Ну, стараюсь как бы искренне быть. Ну, видишь, как бы ты тоже... Ну, спасибо, приятно слышать. Как бы, я тоже не пряник, не могу всем там нравится. Всякое бывает. Ну, как бы... Какой есть, такой есть. Пунк Васюк пишет. Я домосед жесткий. Благодаря твоему каналу 3 года назад поехал, рискнул автостопом на море. Блин, классно. И чё, как тебе понравился автостоп? Ну, вот. Я тоже с автостопа начинал, и как бы, ну, прикольно, прикольно там, много нюансов, своя наука там. Станислав пишет, о чем терка? О жизни. Силова Экс пишет, выходи почаще в эфир, снимай влоги, с удовольствием будем смотреть, очень интересно. Хорошо. Вот, ну, в прямой эфир, да, надо будет выходить почаще. Вот сейчас решил. Вот, Макс пишет, а детишки, как они без тебя? Кстати, изотоник реально помогает, особенно когда на дальняк едешь. Недавно мимо твоего дома проходил, ностальгия, братец. Да, дети все нормально, там с мамой они. Вот, все хорошо. Изотоник, да, эта тема тоже, я для себя сейчас открыл. Я уже рассказывал. Макароны тут с сосисками сделал. Завтрак у меня тут. Да. Не пишут. Не знал, что тут люди с Копера есть. Ерд Голд пишет. Да, технологии опережают людей, поэтому и кризис сейчас. Старая система построена людьми 60+, ломается об новую систему быстрой информации от зумеров и альф. Ну да, все верно. Так, тут... Да. Станислав пишет, не любят общаться, какого хрена в Ютубе. Ну, чё, ведь видишь, иногда, чтобы тебя увидеть, выхожу в эфир. Один раз в 50 лет. Приятного аппетита, бро. Спасибо. Роберт Ибрагимов, привет. Ирина Хэппи пишет. Никита, часто смотрю видео про путешествия разных людей. И часто они пишут о какой-то мистике. У тебя мистика была какая-то? Было такое, чего ты испугался или не понял объяснения? Ну, честно, не знаю. Может быть, это для видео они там говорят, что там мистика какая-то, скорее всего, я думаю. Нагоняют какой-то жути специально, чтобы люди смотрели для просмотров, но не знаю. Ну, всякие разные люди есть, наверное. Ну, не было такой уж мистика какая-то. Чтобы там не объяснить это можно было. Нет, как бы у меня все ровно, четко, гладко, как бы такого. Жизнь прекрасна, чё? Такого, чтобы мистику. Ну, для видео люди делают, скорее всего, для просмотров просто.
Не думаю, что там что-то есть. Сейчас все делается для хайпа, для просмотров большинством людей. Все эти заставки видео, вот эти вот. Там, блин. Раздражает, я сам это не смотрю даже. Смотрю по обложке просто. Что за контент? Поэтому я сам так не люблю делать и сам не смотрю такое. Привет. Хочу такую же прическу, как у тебя пишут. А что хотеть-то? Полгода не стригись и все. И будет такая же, как у меня. Мгм. Приятного аппетита пишут. Спасибо, спасибо. Надо кушать шурбе и квас букет чуваши пишут. Ну это, блин, да. А где его достать-то? Так, Голд ей спрашивает. Изотоник как лучше пить? Сколько в день тратить? Да я не знаю, у меня вот полторашка бутылка. Я просто кидаю там порошочек, ну там же все отмерено, порошочек или там таблеточку туда кидаешь и все. Мне в принципе это полторашки на день хватает и все. Ну таблеточка в день, как бы порция, все нормально. Пишет Панк Васюк. Пунк Васюк. А какие планы на будущее, например, как ты видишь себя через 5 лет? Блин, вообще какие 5 лет, ты чё, блин? Я через полгода не знаю, что буду. Какие полгода? Я через пару месяцев не знаю, что буду делать. Я тебе серьезно, вот я не для словца красивого это говорю. Вот. И какие 5 лет, блин? Вообще за 5 лет планировать в нашем мире, по-моему, даже это вообще нереально. Ну, по крайней мере, с моей жизнью это нереально. Знать бы, вот я говорю, через, ну, год бы, что, вообще без понятия. Приятного, пишет, спасибо. Лерт Гол пишет, задержка в минуту между Аляской и Москвой, учитывая VPN, нормально. Может быть, наверное. В диких условиях пересматривал. Пару месяцев назад что-то решил посмотреть. Ну, блин, не досмотрел так что-то. Я вообще фильмы в последнее время вообще не могу смотреть. Долго как-то все что-то. Не хватает мне уже терпения. Видимо, я таким уже стал поколением скроллинга, короче. Тяжело сконцентрироваться на фильме уже. Слишком долго как будто. Я фильмы уже давно не смотрю, поэтому. Видос будет, шоль, по Аляске полностью там? Ну, не знаю, если я захочу смонтировать из всего этого. Ну, если когда проеду, может будет, может и нет. Хорошо бы, конечно, сделать. Пишет Мопс. Керуака, наверное, читал. В дороге много читают. Блин, не читал я. Не читал. Пишет Александра. Привет, как тебе жизнь в Штатах в целом? Где, по-твоему, лучше жить в Штатах или в Китае? Блин, ну, Китай и США я не могу сравнить, честно. Я в Китае тоже не жил. Ну, я проезжал его, но как бы не жил, понимаете? Просто одно дело, когда ты турист, а другое дело, когда ты эмигрируешь. Это совсем разные вещи. Вот, ну, жизнь в США в целом, ну, можно жить, как бы, если ты трудолюбивый, вот, не так, как я, да, я свободный человек, путешественник, то мне тяжело. А если вы трудолюбивый, вам, в принципе, везде будет, в любую систему встроиться легко будет. Мне в любую систему тяжело встроиться, потому что я не системный человек. Я свободный, мне хочется, чтобы никто надо мной не стоял, не терплю начальников, президентов, никого. Вот. Поэтому, если вот такие вот дела в эмиграции, если трудолюбивый, все будет хорошо. Пишет, пиво безалкогольный, хороший изотоник. Да, я, кстати, в Fairbanks приехал, меня тут пригласили в пивоварню одну. Я там пиво попробовал, я такого вкусного пива никогда не пробовал. Короче, ну там разливное оно, там прям на заводе делают. Там оно гус называется, и оно с солью и лимоном. Блин, такое вкусное вообще. Оно, это самое вкусное пиво, которое я пробовал. Вот то, что нужно. Без всякой сладости, там, вот, горечи. Оно прям, там чувствуется соль и лимон. Короче, подсоленное такое пиво. Блин, офигеть вкусно, мне понравилось.
А, Мопс пишет, извини за интимный вопрос, а как дела обстоят с натурализацией в США? Ну, никак пока. Сейчас Трамп стал, тут много всяких перестановок, всяких херни делают, поэтому никак вообще стоит этот вопрос. Вот. Руслан Гибадулин пишет. Привет велопутешественникам, приятного аппетита. У вас там дожди, прохладно вроде на неделю вперед. Смотрел по Яндексу. Не, ну смотря в какой части, наверное. Во Флориде, наверное, да. На Аляске. Ну, во Флориде сейчас сезон дождей, во-первых, лето. Там всегда дожди как бы. Но не затяжные, такие проливные просто. Ливни проходят. А тут вообще в Аляске сейчас хорошая погода, идеальная. Днем типа там 20 около, там ночью там 5-10, ну вообще нормально. Пан Классюк пишет, в РФ уже не будешь возвращаться? Ну, смотря что, а что мне там в России делать, вот скажи, у меня там ничего нету. У меня ничего там нету. Что мне там делать? Где я свободен, где еду, там и хорошо, как бы. Ну, как бы я не планирую в ближайшее время. Просто как бы, не вижу причин туда возвращаться сейчас вообще. Смотря всякие новости, еще что-то. Не, тут хорошо, в Аляске. Вот у меня тут моя Россия тут. Возьму пиво на заметку. Да, пиво. Главное найти, чтобы тебе вкус нравился сам. А пиво там много всякого разного. Мопс пишет, ты молодец, человек мира, захотел, приехал, захотел, уехал. Ну, да, конечно, если было бы все так просто, видишь, там где-то визы, где-то еще что-то, не все так просто, блин. Вот, и было бы классно, конечно, захотеть уехать, захотеть приехать, но не всегда это в хотелку упирается. Денис Кузьмин, привет. Как добрался, когда здоровье? Ну, я еще не добрался, у меня просто промежуточный этап сейчас в Fairbanks, я не дома. Вот, здоровье хорошо все. Лучше некуда. Путешествие, как обычно. Голдей пишет, в РФ делать нефиг, уже даже таксисты говорят, а таксисты не врут. Наверное, ну, где-то дело, да. Александр Синицын пишет, Никитос, сколько лет я тебя не видел? Последний раз, когда дом хотел построить. Привет, дружище. Привет, привет, Александр. Но видео у меня там много, посмотри. С того времени вышло. Мопс пишет, в итоге, Никита, что с животом было? Просто из-за стресса, перелетов? Ну да, видимо, я там еще пиццу эту съел какую-то беспонтовую, и меня прихватило. Я, конечно, тогда испугался, я говорю, думал, путешествие сейчас закончится, не успев начаться. Вот, и поэтому у меня вообще было тяжко тогда. А у меня аппендицит мне не вырезали, у меня как бы есть. Поэтому, типа, в любой момент же это может произойти. Ну, просто стрессы, 2 ночи не спать, я вообще перелеты не люблю. В самом самолете уже прикольно лететь, а вот между ними, когда вот эта пересадка, люди, ожидания, вот это вот я не люблю. Поэтому вот так вот и прихватило. Да, наверное, пицца была вот. Ну, после пиццы мне сразу херово стало. Говно это. Еще столько денег заплатил за нее, $22. Вот. Кобздец. Да, Денис Кузьмин, буду беречь тебя. Как на Аляске за полярным кругом? Пабло Эск пишет. За полярный круг я еще не заехал пока. Вот скоро будет у меня полярный круг. Миль через 200, наверное.
за полярный круг. И я первый раз буду за полярным кругом, я ни разу не был. А это значит, что там солнце не садится. Да и сейчас здесь я в Аляске офигеваю, вообще не темнеет. Как будто вот закат все время. И потом он плавно в рассвет перетекает. Вообще класс. Спать вообще неохота даже. Тут люди вообще не спят так ночами. Мопс пишет, у меня похожая ситуация была. Только это был реально аппендицит. За месяц до полета аппендикс вырезали. Тоже нежданно-негаданно. Ну да, хорошо, хоть за месяц. А не там, не в полете. Ергол пишет, когда ролик про Артемиду от тебя смотрел, тоже плакал вместе с тобой. Да, блин, это вообще зрелище, конечно, было, знаете. Не то, что даже зрелище, там с Canaveral чуть ли не каждый день запускают ракеты, как бы едь, смотри. Просто то, что человечество вот после всех этих новостей, знаешь, не все потеряно, как бы куда-то в космос там также стремятся осваивать что-то, это здорово. Вот от этого всего мне просто так прям до слез меня это. Так что хорошо, что ты тоже сопереживаешь. Ирина пишет, Никита, обожаю твое видео, особенно звуки дождя и сверчки. Так бы и слушал и птички. Ну да, ну я стараюсь, чтобы там природы побольше было. Сейчас вот в последних видео у меня там прям будут такие кадры. Там гор, цветочков, потому что сейчас цветет все, много интересных всяких соцветий. Вот. Буду стараться побольше их снимать. Чуваш Special Force пишет, до самого севера планируешь ехать? Привет, кстати. Да, я же Протхо-Бэй еду. Это единственный маршрут. Тут дорог на Аляске-то вообще нету практически. Ну, если сравнивать по всей территории, там самолетами добираются здесь. Самолетики частные, маленькие, это самый ходовой транспорт здесь. И вот единственная дорога до Протхо-Бэй идет. А Протхо-Бэй это, по сути, нефтяные месторождения, и то там живут просто рабочий поселок, получается, маленький. И вот туда идет дорога. Это самая северная часть, куда можно на машине, добраться по дороге. Вот, и поэтому туда и еду, да. Эргол пишет, я прямой эфир с крыской своей смотрел, тоже плакал. Ну да, это, блин, классно. Чуваш Special Force пишет, GPS-трекер, что не пользуешь точки отмечать, где вел оставил, если пошел на пешую прогулку, да и в целом для безопасности. Да просто я не планировал, я чуть-чуть отошел. Ну, знаешь, бывает такое, ну, как бы я думаю, я же знаю, где он. Там лес небольшой был. Недалеко это было просто к речке. Я что-то смотрю, лес густой был, и смотрю, где велик, думаю. И чуть-чуть не туда ушел уже, и все. Ну, это лес. Поэтому он в лесу никогда расслабляться, да, не нужно. Ну, в плане, что расслабляться как раз в лесу нужно. Ну, в плане, если ты оставляешь что-то, надо метки ставить. Часы есть, как бы это надо было, да. Мопс пишет, в Питере это маркетинговые белые ночи. Ты съезди на север в России, например, на Колыму, ты офигеешь, как там белые ночи. Просто не темнеет. Ну да, чем севернее, естественно, поедешь, тем круче. Анкоридж, куда я прилетал, он, кстати, по широте так же, как Санкт-Петербург находится. Вот. А вот в Протхо-Бэй, куда я доеду, он на широте, ну, там, где Мурманск, короче, выше чуть-чуть. Если сравнивать, я смотрел. Так, Ерд Голд пишет, да, блин, жаль, что не все люди это понимают. От этого больше печаль. Хотелось бы всей планеты на это смотреть и рыдать. А у нас таких жменек по всей планете, единицы Колумба. Ну да, ну ничего, тоже жизнь многогранна, видишь, людей много всяких разных.
Ирина Хэппи, а с Катей общаешься? Она расстроилась, что ты уехал? И яхту с машиной продаешь удаленно, раз не возвратишься назад. Да я пока не знаю, честно. Ну, с Катей... Катя там живет у себя, хорошо все там у нее. Вот. С яхтой пока не знаю, получится ее продать или нет. Вот, машину оставил, тоже посмотрим, что. Ну, да, удаленно как-то продам, наверное. Попробуем. Вот. Ерт Гол пишет. Хотя то, что творят старики, ненароком задумаешься, нужна ли вообще экспансия человечества в космос. Э, Ну да, дичь творят. Вот, а в космос, да. Ну, если сами себя не разрушим, полетим. Чё? Пишет Пунк Васюк, ты в Анкоридже сейчас? Нет, я в Фэрбэнкс город, в самой середине Аляски. Я сюда доехал, 400 миль проехал, вот сколько там, неделю ехал, чуть больше даже. Игорь Илинский спрашивает, рыбу будешь ловить? На сплаве, помню, не задалось с этим. Да, на сплаве как-то я не до этого. А сейчас я удочку тоже взял. Один раз рыбачил и леску потерял. Сейчас купил в Фэрбэнксе и планирую уже рыбачить, когда буду ехать на Протху-Бэй. Потому что там магазинов не будет. И мне надо будет как-то пропитание тоже дополнительно себе ловить. Поэтому буду стараться. Вот. Что тут? Чуваш Special Force. Пусть сама в Россию приезжает по будущему туннелю. Да, что в таких поездках и не до ловли рыбы, наверное, проще сварить и быстро, по-быстрому отдыхать. Ну, да, это есть такое. Я как бы сам не рыбак, если бы я прям был бы любитель, я бы, да, рыбачил. Но я чисто ради пропитания бы, я бы хотел бы, да. А так, конечно, хочется отдыхать уже там не до рыбы, не до рыбной ловли. Это уже в свободное время, когда есть силы и желание. А я-то что, смотрел первую серию «Мирового кочевья». Вроде твою жену не Катя звали. Ну, мою жену Настя зовут, как бы звали. Вот, да. Пункт Васюк пишет, и сколько до Пратхабея у тебя дорога займет времени? Ну, мне 500 миль туда ехать от Фэрбэнкс. Я где-то по 50 миль в день проезжаю. Ну, тупо из расчета 10 дней. Вот, но там еще дорога, там уже не асфальт будет. Я не знаю, как по 50 миль в день я смогу проезжать или нет. Ну, короче, весело будет, интересно. Ну, минимум 10 дней, я думаю, надо закладывать в одну сторону только. Пишет Ирина, какие классные были твои видосы с океаном, на велике, на лодке, жаль. Да ничего, все нормально будет. Здесь, если на Аляске будет не хуже, если я здесь буду жить. Все нормально будет в любом случае. Андераш пишет, а ты на английском как владеешь? Тяжело было адаптироваться в США? Встречал ли ты там русских? Ну, русских, конечно, тут много россиян, русскоязычных, много, там, как бы, не только россиян. Вот, но я английский у меня, честно говоря, так себе, как бы, я то ли ленивый, то ли просто у меня способностей к языкам особо нету. И проблема в том, что я вообще не люблю общаться особо, знаете. Я мало общаюсь, я и на русском мало общаюсь, не то чтобы на английском даже. Поэтому, а чтобы тебе разговаривать хорошо, тебе надо постоянно общаться, практиковать его, любить общаться. А я не люблю общаться. Вот в этом и проблема, что у меня язык как бы особо не развивается из-за этого сильно. То есть просто как бы надо любить общаться. Я и по-русски не особо люблю. Я вот сейчас с вами разговариваю, все, я потом месяц не буду вообще нормально разговаривать. Пишет, какой бюджет сейчас на путешествие? Ну, я с собой взял где-то около $1000. Вот, большую часть я уже, по сути, потратил. Там на всякое разное. Ну, как бы сейчас денежка есть там чуть-чуть.
Благо у меня магазинов впереди не будет, тратить некуда их будет. Потому что когда магазинов много, всегда соблазн что-то купить, что-то вкусненькое, там сладенького хочется. А когда нету, то нет. Вот поэтому как бы бюджет примерно, ну, небольшой, как бы, но такой запас немножко есть. Вячеслав 208 пишет. Выходи чаще на связь, хотя бы раз в неделю, приятно общаться. Ну, я тоже думаю, надо выходить, раз я там сейчас... Видео у меня новые выходят. Вот как раз их можно обсудить. Вот. И я сейчас что, вышел-то, просто я очень... Ну, я не знаю, сколько времени я вообще не буду на связи. Минимум 10 дней, и то я там в эфир не буду выходить. Поэтому решил с вами пообщаться. Как бы, ну, и давно не выходил, реально уже сколько лет-то? Лет 6, наверное, я в прямой эфир вообще не выходил. Ирина пишет, Никита, а сколько минус ночью может быть на Аляске? И как спать минус? Ну, вот сейчас 10 дней, сколько я здесь, минуса ни разу не было. Было около 3 градусов, плюс 3. Вот, ну, чуть-чуть подзамерз, да, бывало. Но в целом, а что, ну, спальник, чтобы нормальный был. У меня носки шерстяные есть. Ноги, главное, чтобы одеться нормально там, вот, в спальнике. Ну, то есть, по-разному, каждый по-разному, как у всех восприятие холода разное тоже. Поэтому, ну, мне, слава богу, пока холодов не было. И не будет, надеюсь, сильных. Пункт Васюка, а что под медведем? У тебя есть защита типа спрея или фаеров на Аляске их сотни тысяч? Ну, я их не видел пока, но я купил спрей от медведей. $50, блин, стоит. Капздец, они тут бизнес на этом делают. Ну, в любом случае надо, да, чтобы спокойнее, поспокойнее быть. Ертгол пишет, а вода и еда на 10 дней с тобой? Ну, воду я из речек планирую набирать, которые там будут. Фильтр у меня есть. Вот, а еду, да, я запасся, в принципе, вот я закупился вчера, говорю, там долларов на 200, наверное. Закупил там сушеного мяса, джерки. В принципе, я думаю, на 2 недели там, ну, минимум этого мне хватит. Там гречку купил, нашел тут, типа русский магазин, ну, не русский, он Евростор, там European Food называется, там гречку нашел. Вот. Поэтому, да, я закупился. У меня такого опыта ни разу не было. То есть, такого экспедиционной подготовки, чтобы вот так вот еду с собой там рассчитывать еду. У меня никогда такого не было. Я никогда не рассчитывал еду, чтобы мне должно там на то-то, на то-то хватить. Как бы пачка гречки есть, да есть, ее там дня на 3 хватит, и уже хорошо. А за 3 дня ты точно магазин какой-нибудь найдешь. А тут такого не. И у меня вот этот... Я как говорю, у меня первый в своем роде, при том, что я как бы опытный велопутешественник, столько всего видел, но вот такое, как сейчас вот у меня будет, у меня такого никогда не было. И поэтому мне это интересно. Даже такое волнение прям. И тот маршрут до Протхо-Бэй, он среди велопутешественников сообщества, я не знаю, я не отношусь к этому сообществу, считается один из самых сложных вообще маршрутов, который может быть, вот именно из-за отсутствия там магазинов или еще чего-то. То есть ты в автономное движение идешь надолго. Так, фильтр нормальный или дешевенький? Да простой, дешевый, в Walmart купил, он с самотеком там долго, короче, такой себе. Но в горах сейчас я ехал, я даже не фильтровал воду, честно. Там вода чистая, там с родников всякая, там даже не фильтровал. Но бывают места, да, лучше профильтровать. Ирина пишет, расскажи свой рацион на день. Мясо, гречка на Аляске есть. Ну, тут вообще на Аляске много как бы этнических русских, ну, из России, которые переехали в свое время там, этих староверов всяких. Но я их не видел еще, это там на юге надо ехать. И вообще как бы European Food, European Store называются обычно. Их там россияне там держат или кто-нибудь, украинцы. Ну, разные, неважно. Они там... Гречку везде можно найти в Америке, как бы. Вот. А рацион на день, ну как, там, как получится, у меня нету такого, что там. Мясо, конечно, стараюсь там, чтобы было, присутствовало.
Сейчас вот джерки взял. Сушеное мясо. Вот. А так, обедаю, ужинаю. Как бы что-то сладенькое, чаечек взял. Чаечек завариваю. Шоколадка там какая-нибудь. Чтоб немножко сладенько было. Пишет, ну слушай, в принципе спрей поможет, но если медведя прямо увидишь, то вряд ли. Ну, я не знаю, я не пользовался ни разу спреем, как он там. Ну, надо заранее, конечно, медведя, чтобы не врасплох тебя медведь взял. Все-таки надо смотреть по сторонам. И чтобы он, ну, медведь тебя тоже увидел заранее. Владимир Кинярский пишет, Никита, салам. Салам, салам, Владимир. Вероника Сердюк. Никита, видел, ты общаешься с Мерзликиным, крутой парень. Я думаю, у вас много общего. Да, Серега, он это тоже, смотрю, куда-то поехал в Южную Америку. Ему там привет передавать, если знаете. Его тоже. Да, приезжал ко мне периодически, ко мне на яхту. Отдыхал там тоже. Классно. Расим Гибадулин, ты хочешь по всей Аляске проехать? Ну, до севера хочу доехать и обратно. Ну, по тем дорогам, по которым возможно доехать. Тут особо не разгуляешься по Аляске, тоже говорю, тут дорог не очень много. Мерзликин из Бумера, да, тот самый Мерзликин на БМВ мне приезжал. Плакал и приехал ко мне, говорит, можно, говорит, у тебя это, перекантоваться. Тот самый. Ерд Гол пишет, я планирую в 4 утра просыпаться и в 8 вечера ложиться. Сколько обычно активная езда времени занимает? Едешь всегда или по 4-5 часов, остальное привалы? Ну, смотря какая средняя скорость у тебя будет и сколько ты планируешь проезжать и все. Там, а там сам как... У меня нету никакого распорядка. Вот сейчас я на Аляске, тут день очень долгий. Тут я вообще могу не напрягаться. Вот сейчас время полдень, и я могу вот условно выехать в 3, и я могу очень много проехать. Потому что не садится солнце практически вот сейчас вот. И поэтому это все от светового дня зависит. Вот. Ну, ты едешь на юга, там световой день поменьше будет. Поэтому это все сам рассчитывай, как бы, от индивидуальных твоих способностей, так скажем, индивидуальных потребностей. Там все по-разному. Фирсова Ольга пишет, Никита, медведи двигаются очень тихо, ты его даже не услышишь. Своего самого первого медведя я увидела на Аляске. Да, ну, да, я тоже тихо двигаюсь, в принципе. И вот это плохо. Мы друг друга врасплох застанем. Поэтому надо шуметь вот. Вот. Ну, ничего, нормально все. Я же этот... Никому плохого ничего не сделаем. Все будет нормально. Владимир Киняс пишет, как живот, все прошло, надеюсь? Да, все хорошо, там просто из-за стрессов, из-за нервов у меня было это, прихватило, короче, что-то. Организм у меня хорошо, он сразу дает знать, что что-то не так. То есть он у меня не терпит, и это очень хорошо. То есть, знаете, у кого-то, наверное, здоровье такое, здоровье терпит, а потом бах и надламывается, короче. А у меня организм, он сразу говорит, братан, это параша, короче, это не надо. Он меня сразу предупреждает. И это очень хорошая способность, поэтому организм просто мне очень раз сказал, братан, что-то ты, блин, переборщил с пиццей в аэропорту. Фирсова Ольга пишет, помог свисток, свистеть свисток, они боятся. Да, я свисток взял тоже, будем свистеть. Вот, Ирина пишет, ты дух Анкориджа слышишь там? Это шутка. Просто вот они там все собирались, там круто должно быть, историческое место. Аляска это вообще что-то нереальное, круче может быть, не знаю даже что. Да, Аляска офигенно, я вообще в восторге, вот проехал, говорю, 400 миль и прям кайфанул. Очень классное место, очень нравится.
Я все-таки люблю такие северные места. Люблю северную природу, поэтому... Давай. Что, окрестности пишут показать? Сейчас камеру поменяем. Тут окрестности. Дом тут вообще классный. Вот такой вот деревянный. Такое только на Аляске здесь увидишь. По всей Америке это нереально, чтобы деревянный дом увидеть. Тут лужаечка такая. Там березки. Не, место вообще тут классное, конечно. Тут это Шарися живет, вообще класс. Ой, кто-то там в лесу шуршит, бегает. Ну, вроде медведя здесь нет. Ну, не видела ни разу. Вот хозяйка дома. Ни разу, говорит, не видела. Ну да, пчелиных домиков тут, ульев, было бы классно. Вот. Вот конь меня мой ждет. Мне еще собираться надо. Вот. Буду потом... Ой. Пишут, как с комарами дела обстоят. Ну, комаров много сейчас здесь началось, да. Такое, ну, как в тайге любой. Как и в любой тайге комаров. Вот. Ну, я взял с собой репеллент, как бы одежду там одеваешься. Накомарник взял, сетку. Моб спишь, я сам с севера знаю, что это такое. Да, это север, это класс, конечно. Интересно еще бы посмотреть полярную ночь. Пожить при полярной ночи. Не знаю. Это, наверное, прикольно. Клещей много на Аляске, спрашивают. Че ваш Special Force? Ни одного не видел, честно. Я не знаю, то ли их нету вообще клещей, то ли мне повезло, не знаю. Я даже не задавался этим вопросом. Загуглите, может, их и нету. Потому что я не гуглил. Пишет GKPL. Жаль, что в России таких сервисов нет, чтобы велосипедистам остановиться в чем-то доме. Нет, этот Warm Showers по всему миру. Просто ты можешь также принимать велосипедистов у себя дома. Зарегистрируйся на сервисе Warm Showers и все. И ты можешь принимать путешественников также. Как бы он есть, он по всему миру есть. Просто он не так популярен в России. Айдиганов спрашивает, когда в последний раз выходил на связь солнце на спицах? Когда планируешь еще раз связаться? Ну, я с Вячеславом Платоновым всегда мы на связи, как бы в хороших, все хорошо, как бы никаких проблем. Покалеченный фурой велотурист. Привет от Пиндыря. Обожаю Чувашию. Какой шурпи. Привет, привет, тебя тоже. Мопс, у меня все детство прошло в полярной ночи. Все лето это один большой день. Да, интересно, конечно. Классно. Классное детство.
Че, ребят, давайте я потихоньку буду закругляться. Мне сейчас собираться тоже надо. Был, в принципе, ну, рад вас всех видеть. Надо почаще выходить вот так в эфиры. Вот, но еще раз напомню, видео как бы у меня выходит. Раз в неделю будут видео выходить где-то по четвергам. У меня там в очереди уже 6 фильмов, наверное, где-то. Они все уже есть. Вот, и они в доступе по подписке уже, если кому не терпится, может их сразу увидеть на ютубе по спонсорам канала. Вот, если хотите, имеете желание и мне помочь, и видео раньше увидеть, можете сделать это. Вот, будет классно. А так будет раз в неделю выходить. Вот. Вот. Да, буду, так что буду выходить почаще. А сейчас вот буду заканчивать уже. Напиши расписание в шапке профиль. Ну, каждый четверг я там поставил, у меня в очереди стоит. Где-то каждый четверг будет вот так в 6 утра по местному выходить. Я не знаю, там у вас вечером, короче, в четверг. Вот, сегодня вот вышло видео. И вот на следующий четверг будет, в следующей неделе. Вот. Никита, ты знаешь стримера Захар? Не, я вообще стримеров не знаю. Вообще никого пока лично, извини. Так что да, почаще. Так что, ребят, рад был вас всех видеть. Буду почаще выходить, когда будет возможность общаться с вами. Вот, всем вам удачи, здоровья желаю. Вот. Не унывать. Самое главное, все будет хорошо. Вот тут уже советуют. Заделегируй постинг в соцсетях AI. Ну, надо изучить этот вопрос, все будет хорошо. Так что все, спасибо, ребят. Меня дорога ждет, велосипед меня ждет сегодня. Отправляюсь, и я дней 10 буду без связи как минимум. Вот. А потом еще 10 дней. Ну, там в ProdHB вроде есть связь, там будет, там смогу выйти, что-то запостить, написать. Как доеду до туда, постараюсь написать, а может и в стрим тоже выйду. Вот, так что хорошо, ребят, спасибо всем за пожелания. Удачи в дороге, пишут, спасибо. Давайте, пока всем.